Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня состоится презентация моей книги «Становление и развитие периодической печати Тувы». Я, Кан Валерия Сергеевна, являюсь кандидатом исторических наук, и свою диссертацию я защитила именно по этой тематике. Свою работу я начала в 2020 году после окончания Омского государственного университета. Как перспективной ученице мне предложили поступить в аспирантуру и уже подготовить научную работу. Поскольку я сама из Тувы, конечно, я выбрала тему, связанную с Тувой. И мой руководитель Валерий Михайлович Кадневский предложил именно взять тему периодической печати, потому что это наименее изученная тема в науке, и она очень интересная. И я очень благодарна ему, потому что действительно с тех пор журналистика стремительно ворвалась в мою жизнь. 20 лет я собирала материалы в архивах, прежде всего, конечно же, в нашем архиве. Собрала огромное количество архивных документов, которые отражали становление и развитие периодической печати. Я изучила почти все комплекты газет и журналов, которые выходили в Туве с 1924 года по 1991 годы. И уникальность в том, что в Тувинской Народной Республике все документы и периодические издания выходили на монгольском языке и на тувинском языке латинским шрифтом. И прежде чем ввести эти данные в оборот, их пришлось перевести на русский язык. И таким образом все эти материалы впервые вводятся в моей книге в научный оборот. Книга посвящена вообще в целом становлению и развитию периодической печати Тувы, и отражается, как создавались газеты Тувы. «Тувинская правда», когда-то она называлась, первое название было «Красный пахарь», «Шин», «Тываныга Нектары», «Салдышигаш», «Центр Азии», это уже более современные газеты, «Деткимче Содействие». То есть все газеты, которые выходили, самые важные ключевые даты, люди, конечно, которых в этих газетах работали, какие были сложности, на какую тематику они писали, о руководящей роли партии, поскольку в Тувинской Народной Республике и в советский период именно партия решала, что в первую очередь печаталось в газетах. Все эти интересные моменты раскрыты в моей книге. В советский период журналистика развивалась по пути единому для всех национальных регионов. Существовали главные партийные газеты, это «Тувинская правда» и «Шин», и они информировали о событиях в республике. Появилась газета «Салдышигаш» на тувинском языке для детей, а также «Тываныга Нектары» для молодежи. И о том, как развивались редакции, как началась профессиональная подготовка тувинских кадров журналистов, на какие темы они писали, как люди массово участвовали в общественном движении. Обо всем как раз подробно написано в моей книге. Самым непростым в истории тувинской журналистики является период перестройки, когда разрушена была старая советская система, и начала создаваться новая. Появилось, наконец, такое понятие, как свобода слова, и даже СМИ начали называть четвертой властью. И вот как раз об этом в последней части своей книги я тоже очень подробно пишу. Как воссоздана была газета «Салдышигаш» после многолетнего перерыва, как появилось первое частное издание, такое как «Центр Азии». Об этом, кстати, рассказывает непосредственно редактор Надежда Мухарбековна Антуфьева, и воспоминания ее, и Александра Сануловича Шаюна, редактора газеты «Салдышигаш», также имеются на страницах книги. И это очень ценно, потому что журналисты, которые были в гуще событий и создавали все это, сейчас уже люди в преклонном возрасте, и их воспоминания, информация, она является крайне ценной для нынешнего и будущих поколений не только журналистов, но и простых людей. Потому что история тувинской печати – это история Тувы, неотъемлемая ее часть и важная часть. Потому что периодическая печать, средства массовой информации были и остаются главным фактором развития общества, влияет на политику, на культуру, на экономику, и это останется всегда. И вот какой путь прошла тувинская журналистика, раскрыто как раз в моей книге. Я надеюсь, что эта книга поможет современным журналистам знать
прошлое журналистики, знать ветеранов, знать ярких личностей, да, которые являются лицом тувинской журналистики, чтобы они знали, на чьих плечах они стоят. Это фундамент, да, на котором стоит вообще сейчас тувинская журналистика, период Тувинской Народной Республики и советский период. Поэтому я надеюсь, что книга, в которой вложено столько труда, найдет своего читателя, будет по достоинству оценена. С ней можно ознакомиться в каждой библиотеке Тувы, потому что книга была издана при федеральной поддержке на средства гранта и Тувинского книжного издательства. Ее можно купить в Тувинском книжном издательстве и ознакомиться в любой библиотеке.